Друзья мои, я вас опять приветствую на нашем канале. Политгараж всегда с вами. Мы сегодня маленькую пешеходную прогулочку такую совершили. Кстати, мои подписчики говорят, что чтобы я снял двор Ленинградского 19. Потому что некоторые из них также здесь живут. Друзья, вот она, эта парковка. Вон там, смотрите, начали наконец все-таки ремонтировать крышу нашего дома. Вот он, наш домик, все подъезды. Так, а я сейчас немножко по кругу здесь пройду, мне нужно. Вот деревянное здание, там, помните, как же оно называлось-то? Ну, что такое, ВДшное здание, типа вневедомственной охраны или еще. Вот оно стоит, но оно заброшено, оно не работает. Магазин во дворе раньше был, по-моему, бонус. Или как-то он назывался, я не помню. Ну, когда-то это было трансформаторной подстанцией. Потом его переоборудовали в магазинчик. Сейчас здесь магазин Скиф. Это якутский магазин продуктовый. Ну, сетевой магазин. Сеть магазинов Скиф. И вот 12-я школа. Помните, да? Вот она. Это новая. Здесь с правой стороны, вот видите, красивое здание такое. Это садик 54-й. За ним, по-моему, 51-й, если я не ошибаюсь. И вот здесь, на этом месте, где вот спортивная площадка, здесь стоял когда-то Господи, как он назывался-то? Забыл. В общем, на этом месте был детское учреждение, короче, было. Интернат, господи, интернат был, да. Ну, 12-я школа, она состояла из двух корпусов. И она находилась туда дальше. Нет, вру. Здесь была спортивная площадка на этом месте. Она просто была большая и находилась за 21-й школой как раз. Вот 21-я школа. Сейчас она, по-моему, школа искусств. Да, 12-я школа двухкорпусная была, она стояла дальше, до Каюнского поближе. Точно. И уже за 12-й школой стоял интернат. Так, а сейчас мы идем вот здесь. Арка под алмазной осенью. По-моему, алмазная осень сразу была алмазной осенью. В этом здании же ничего не было. Единственное, здесь, конечно, на этом месте раньше стоял детский мир, но это было очень давно. Здесь у нас православный храм Свято-Троицкий, и далее там школа. Тоже православная гимназия. Так, ну вообще на улице сегодня погода шикарная. 31 градус с утра. Как и обещал нам прогноз. Обещают днем 25 градусов. Я надеюсь, что так оно и будет. Но пока, друзья мои, нифига не тепло. А еще ветерок сейчас стал. Февраль же ветреный месяц. Поэтому не все так просто. Я вам скажу, очень даже прохладно. Так. Надо перейти не в ту сторону. Мы сегодня нарушаем правила дорожного движения и идем. Короче, переходим дорогу в неположенном месте. Почему я так сегодня иду пешочком? Друзья мои, подписчики попросили, чтобы я прогуливался пешком, рассказывал, показывал вам, как оно, что оно, где что было, какие в городе появились новые объекты.
что там вообще в городе творится. А что творится? Все по-старому, люди работают. Все, кто могут работать, все работают. А вернее, все, кого оставили на работе. Потому что очень большое сокращение прошло по городу. Кинотеатр Якутск, вот, к вашему вниманию. Вот такой красавчик. К сожалению, пока немножко, по-моему, он простаивает. Но возможно, что... Так, какие-то уже афиши висят. Значит, может, что-то даже и по... Какие-то фильмы и театральные постановки уже идут. Сейчас мы вам покажем один раритетный, можно сказать, памятник. Помните такой, да? Серп и молот. Да, и вот там дальше кафе «Мир» находится. Мы обойдем кинотеатр Якутск вокруг. Не то чтобы вокруг. Сейчас мы сделаем небольшой такой променад, чтобы вам было понятно. Когда-то, я помню, были времена такие. Здесь такая еще площадка была у кинотеатра Якутск, может, помните. На ней стояли плакаты рекламные, какие фильмы будут. Площадка такая была, она наклонилась вся. Я помню, мы с нее прыгали и забегали туда под кинотеатр Якутск. Блин, ну детство, есть детство. Чем мы там постоянно что-то лазили, где-то что-то поджигали. В общем, хулиганили. Вот здесь за кинотеатром Якутск стоял, вот здесь сейчас стоит Сбербанк. А вот здесь вот стоял, вот чуть ближе сюда, здесь был тир. Мы обязательно в этот тир всегда заходили, там у нас было 3 копейки, мы сделали там пару выстрелов. Всегда забегали. Вот, а дальше, вот так я ходил со школы вот этой дорогой. Мимо этих двухэтажек. Здесь стояла тоже, по-моему, вот эта подстанция, ну, которую... Типа теплообменники там, ну, короче, горячую воду, там, отопление, все подают на квартал. Всегда ходил мимо этих двухэтажек, мимо этой подстанции. Потому что жил я там на борту карьера. Так. Да, до сих пор помню, даже вот я, по-моему, вот здесь вот перелазил через эту трубу. Просто здесь была теплотрасса, она была немножко по-другому выглядела. Оп. Надо же, какой сегодня маршрут исторический выбрал. Это что у нас? Улица Московская, 24Б. Ну, конечно, этой карусельки не было тогда. Что-то было другое. Надо же, откуда она здесь появилась. Комсомольская, 11Б. Смотрите, какая детская площадка шикарная стоит. Что-то я подзаплутал. Раньше можно было напрямую пройти. А теперь надо... А нет, есть дорожка, есть. Ага. Вот тут есть тропиночки такие. Это Московская 28А. Оп, и тропинка есть. Вот здесь недавно построили вот такой дом двухэтажный. Тут деревья везде понасажали. Вообще, я вам скажу, прямо лес. Вот общага. Деревяшка это. Зеленка мы ее называли. Все, и там дальше уже шоссе Кирова. Вот этого леса здесь не было, конечно. Здесь все было... здесь портовые были улицы. Долго-долго стояли. Друзья мои, рабочий день продолжается, как раз в разгаре.
мы двигаемся по рабочим вопросам. Нужно кое-какие запчасти прикупить, кое-какие, в общем, дела порешать. Может быть, заодно сейчас для вас что-нибудь и заснимем. Фиксированная камера. Лимит скорости 60. Камера в спину. О, видите, прикупил новиночку. Вот такой вот видеорегистратор. Ну, друзья мои, вот посоветовали мне некоторые товарищи прикупить его. Xiaomi фирма называется. Xiaomi корейская. Блин, такая вещь, видеорегистратор с этим, с радар-детектором, что ли. Видит все камеры, блин. В нем как это, спутниковая, блин, GPS. И он прям все фиксирует, смотрит, где мы были сегодня, где не были, блин. Показывает, с какой скоростью можно ехать, с какой нельзя. Он ругается, если я превышаю скорость. Ну и заодно, конечно, видеорегистратор записывает, что, как, чего. Так, это мы что, не успели, да, на зеленый? Так, друзья мои, огромное всем спасибо. Пока стою на остановочке, вот хочу всех моих друзей, подписчиков поблагодарить за ваши комментарии. Молодцы, конечно, что вы пишете мне. Блин, ребята, спасибо огромное. Такие длинные тирады мне пишут вообще. Я вас понимаю, прям вот сам живу в этом городе. И если надолго уезжаю, у меня, конечно, тоже ностальгия. Скучаю по этому городу, по этому белому снегу, по этому морозу, который, ну, вроде как бы, ну, нафига он нужен, этот мороз, да? Человек должен стремиться туда, где тепло, как говорится, да, рыба где глубже ищет, а человек где лучше. Так вот, мы нифига не ищем где лучше, мы почему-то ищем опять то же самое место, возвращаемся на свои на круги своя. Ух, блин, ругается что-то мой навигатор теперь. Надо его отключить, чтобы он не болтал со мной. И всегда стараемся вернуться в наш любимый город. Зима это или лето, мороз, не мороз, всегда выходим, вдыхаем полной грудью. И, как всегда, рады, что мы вернулись. Потому что, ну как без этого снега жить, как без этого мороза? Мы здесь родились, мы уже привыкли. Ну, это я, конечно, здесь родился. Многие просто приезжали сюда подработать. Заработать северную пенсию, заработать денежки на покупку. Кто автомобиля, кто квартиры. Кто думал приехать сюда на сезон, а навсегда остался здесь. Телефончик разрывается. Все-таки рабочий день, приходится отвечать на все звонки, даже находясь вне офиса, так сказать. Так, сейчас мы едем по Ленинградскому проспекту. У меня есть парочка заявок. Я постараюсь их, может быть, попутно заехать, дабы их выполнить. Друзья мои, сейчас немножко стало уже потеплее. Пожалуйста, пишите заявки, что бы вы хотели, где посмотреть, какие дворы, какие дома, кто где жил. Вот, чтобы я собрал их в одну кучку и все, как говорится, поснимал. Так, мы подъезжаем к площади Ленина сейчас. И мне повезло, потому что как раз попадаю на зеленый светофор. Ура! То есть что-то целый день езжу, все красный да красный. У нас город такой, что, блин, ездишь и постоянно от светофора до светофора всего по 200-250 метров. И, как правило, едешь в одну сторону куда-нибудь и обязательно 3-4-5 раз стоишь на светофорах. Ну, город маленький, а по всем правилам натыкали нам светофоров, этих пешеходных переходов, что постоянно приходится тормозить. Короче, газ-тормоз, газ-тормоз. Вот такой режим работы. Режим движения, то бишь. Нам бы еще надо было на почту. Меня там просили тоже подписчики зайти на почту. Ну, постараюсь. У меня все равно нужно будет получать там кое-какие отправления. Но я жду, когда они поступят в почтовое отделение. Вот центральное. Видите, вот мы как раз подъезжаем. Вот оно. Оп. Сейчас из-за кустов, из-за деревьев немножко не видно. Но вы сейчас увидите их. Ее.
его. Да. Почтовое отделение 678-174. 74 отделение почты. Сейчас мы едем с вами, может быть, на обратном пути даже заскочим. Я просто в приложении проверю, все ли там, все ли посылочки пришли. Так, сейчас мы проехали, вторую школу. Так, двигаемся, товарищи пешеходы. Школьники идут со школы. И справа у нас Фазанка. СГПТУ. Номер не знаю. Но вы помните, да, это Мирнинский технический колледж. Региональный технический колледж в Мирном. Все, на улицу Амосова выезжаем. И поехали. Так, друзья мои, тут у меня еще занесло, на даче. И если кто-то, может быть, что-то свое знакомое что-нибудь увидит, так что смотрите. Сейчас вот мы, получается, это от голубых домов сразу от голубых домов сразу направо. И получается первый проезд. Сейчас я посмотрю, какая вот эта линия. Мне, в принципе, нужно просто на третью фабрику попасть. И я для вас заодно вот сниму вот эти дачный поселок, но не весь. Это 22-я линия, друзья мои. Если кто-то вот, может, у кого-то здесь дача была когда-нибудь. Видите, как здесь сейчас снегом все позаносило. Видите? Ну, дорожки все прочищенные, прокатанные. Люди ездят. Смотрите, как даже, красиво. Гараж, прям с заездом, с крышей, со всеми делами, На участках люди все позастроили. Здесь очень красиво, Ну-ка, здесь что такое? Продам написано. Вот неплохой домик, видите, тоже сайдингом отделанный. Ладно, я быстренько так, у меня, как это называется, отступление, от темы. Вот, а мы с вами едем. Вот сейчас мы выехали на асфальт и проедем с вами в сторону третьей фабрики. Тут мусорки санкционированные. Вот я вам рассказывал здесь, да, по левой стороне вот эта третьефабриковской этой дороги, вот здесь сделано 2 проезда таких, и люди уже начинают потихоньку строить здесь коттеджи. Здесь у нас по плану будет коттеджный поселок, он будет электрифицирован, газифицирован, в общем, все как положено. Так, ну что, поворачивать будем? Будем. Все, мы выезжаем. Это у нас улица, ну, в принципе, она, наверное, вся 50 лет октября. И вплоть до третьей фабрики она идет. Так, подъезжаем мы к третьей фабрике. Этот айсберг среди ледяной пустыни. Вернее, среди тайги, я шучу. Но у нас такая небольшая есть заявочка. Не сама третья фабрика. Нет. Блин, мне надо было там повернуть, наверное, да? Я выехал практически на парковку третьей фабрики. Нет, мне туда не нужно. Нам нужно проехать за третью фабрику. Вот такая есть заявка. И по объездной дороге вокруг дач до реки Ирилях доехать. Не знаю, сейчас зима. Вот увидите вы что-нибудь там сейчас или нет. Бульдозер куда-то поехал. Что-то он как-то буксует. Вот вдоль
водопадище, или как оно, озеро вот это. Вдоль этого озера есть тут объездная такая дорога. Да, здесь хвосты фабрики получается. И вот вдоль по этим хвостам, ну на сами хвосты мы не поедем, нам туда не надо. А здесь вот смотрите, оп, 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 оп. Дорожка-то здесь не ась, но более-менее почищенная такая и в принципе терпимо. Да, я помню, очень часто мы еще, будучи пацанами, гоняли по этой дороге на мотоциклах. В общем, весело было. Ну, потому что как бы у нас прав не было мотоциклетных, мы никогда и не учились на них. И как-то, ну, а так как мопеды, мотоциклы были практически у всех, то мы старались прятаться от гаишников и гоняли по этим дорогам, там, где их не может быть. Вот вокруг дач, там по дачам, в общем, везде, где только можно. Только не по городу. Вот смотрите, вот хвосты фабрики по правой стороне. И, ну, сейчас зима, плохо видно, конечно. Тем более солнышко немножко нам светит прямо в глаза. Как будто пустыня какая-то. На самом деле это, ну, как пустырь тоже. Ну, я больше, как его назовешь? Ну, там озеро оно, конечно. Хвосты фабрики, туда с фабрики вот эти отработанная порода сюда выкачивалась каким-то образом. Вот она образовала такое. Там дальше есть, конечно, дамба, которая не дает выливаться этому всему хозяйству в реку Ирелях. Так, ну, мы почти приехали. Сейчас посмотрим. По левой стороне там вот дача, если вы видите. Видите, дачный поселок этот. Ой-ой-ой, дорожка здесь не очень. И все что-то все хуже и хуже становится. Там хоть она где-нибудь выйдет в нормальное русло-то. Ну, вроде да. Должны мы попасть сейчас на дачи. Дачи те, которые начинаются, ну, от ТЗБ и до самой реки Ирелях. Там у меня у моего друга, товарища Евгения Ткаченко дача. Оп-оп-оп, телефончик опять зазвонил. Так, ну вот почти приехали. Вот уже, видите, это дамба насыпная. И все, вот мы выезжаем на эту дорогу. Все, эта линия уже вот, видите, здесь на даче можно заехать вот сюда. Собачки бегают. Так, ну что, надеюсь, что у меня батарейки-то хватит, чтобы доснять все это до конца. Экскурсию, блин, по даже не знаю, как этот район этот назвать-то, блин. Вдоль дамбы, так назовем его, район вдоль дамбы. Ну, зимник был похуже. Здесь вроде ничего, дорожка такая, хоть и трясет, но она относительно такая хорошая, накатанная. Да, я не договорил, да, у меня у товарища, у Евгения здесь дача находится. Отлично, прекрасный у него вид открывается. Он прям на склоне реки. И прям выходишь, вдыхаешь полной грудью. Шикардос, я вам скажу. Все, вот мы и приехали. Да, вот здесь уже начинаются дачи. ТЗБшные дачи. Так, вот самая первая линия. И поехали. Вот здесь даже пешеходный переход. Смотрите-ка, знак поставили. Красавцы, красавцы, конечно. Так, как бы мне еще вот здесь. Ну-ка, интересно, здесь дорога накатанная или нет? Опа, 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 да, здесь дорожка накатанная. Нафига я сюда поехал, кто знает, напишите мне в комментариях. Андрей Владимирович, балбес, нафига вы сюда поехали, а? Здесь же дорога только для джипов.
Обалдеть. О, красивый заборчик, смотрите какой. Улица Амосова, 40. А, даже адрес имеется. Обалдеть. Ну, красавцы вообще. А интересно, если я вниз буду спускаться, я выйду вниз туда или нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дорожка-то вроде как накатанная. Ну да. Да. Мы спускаемся вниз. Офигеть. Не, нормально. Прям вообще, смотрите, хоп-хоп и проехали. Ну все. Я выбрался. Все, ставьте мне лайк. Обалдеть. Красотень. Какой-то, блин, свалка какая-то транспортная. Смотрите, что только здесь нету. Да, красиво здесь. Но не там, где я сейчас показывал. Красиво вот. Смотрите, какая природа шикарная. Там внизу река Релях. Кстати, кто не знает, на том берегу реки Релях, вот со стороны поселка Заречный, собираются построить пляж. Да, пляж. Вот там, где спуск с не горнолыжка, там просто лыжная база, то вниз спускается к реке Релях, и там будет у нас пляж, зона отдыха. Поэтому, друзья мои, извините, что сегодня так коротко, но аккумулятор просто уже садится. Не забывайте подписаться и поставить внизу вот такой жирный лайк. Вперед!